Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Честь имею. Центру специального назначения СГБ Абхазии исполнилось 25 лет. Агропоезд в Абхазии. Абхазская железная дорога проводит ремонтные работы на ЖД-станциях страны и принимает контейнерные поезда из России. В Центре специального назначения СГБ Республики состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования 25-й годовщины образования подразделения. С юбилеем офицеров, ветеранов и служащих поздравил президент Аслан Бжаня, председатель СГБ Роберт Киут. Далее прошли показательные занятия, где была продемонстрирована готовность сотрудников подразделения оперативно выполнять боевые задачи. С места событий Эсма Голанзая. Товарищ главнокомандующий, личный состав Центра специального назначения Службы государственной безопасности по знаменованию 25-й годовщины Центра специального назначения по вашему приказанию построен. Начальник центра подполковник Атумава. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 25-летним образованием Центра специального назначения. 25-летний рубеж пройден. Позади непростой путь. Впереди новые успехи и победы. Центр специального назначения СГБ был создан в сложный период истории нашей страны. Он позволил объединить усилия подразделений при проведении боевых операций по пресечению террористических и диверсионных актов. С юбилеем офицеров, ветеранов и служащих ЦСН поздравил президент Аслан Бжаня. За все годы своего существования Центром был выполнен ряд серьезных специальных операций, результаты которых существенным образом укрепили безопасность Республики Абхазия. Мы помним имена всех погибших при исполнении служебного долга офицеров и рядовых сотрудников и чтим их память. Убежден, что офицеры и рядовые сотрудники Центра специального назначения и впредь будут соответствовать высочайшим профессиональным и моральным качествам. Мною, гарантом исполнения Конституции и главнокомандующим Вооруженными силами Республики Абхазия, прилагаются все необходимые усилия по поддержке и содействию Центру специального назначения. Наша общая цель – безопасность граждан и незыблемость основ конституционного строя Республики Абхазия. Желаю всем сотрудникам, офицерам и ветеранам Центра специального назначения крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле служения Отечеству. К сожалению, за минувшие годы не обошлось без боевых потерь. Память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания. Далее председатель СГБ Республики Роберт Киут обратился к руководству, сотрудникам и ветеранам Центра. Сотрудники Центра – это смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты, которые находятся в постоянной боевой готовности для оперативного реагирования на угрозы национальной безопасности. В этот праздничный день мы вспоминаем наших безвозвратно ушедших коллег. Память о них всегда останется в наших сердцах. Хочу выразить слова благодарности коллегам из Российской Федерации. Сердечно поздравляю руководство, сотрудников, ветеранов Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия с 25-й годовщиной со дня образования. Решение об образовании Центра было обусловлено нарастающей угрозой распространения международного терроризма и экстремизма и проходило в сложных условиях становления Республики Абхазия как независимого государства. Создание Центра позволило объединить усилия подразделений специального назначения при проведении боевых операций по пресечению актов террористической и диверсионной направленности, а также силовым обеспечением деятельности по противодействию организованным криминальным структурам. Далее на базе Центра прошли показательные занятия. Они продемонстрировали готовность сотрудников оперативно выполнять боевые задачи. За 25 лет ими обезврежены незаконные вооруженные формирования, изъято большое количество оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств, освобождены десятки заложников.
Сегодня Центр специального назначения СГБ – одно из наиболее боеспособных и подготовленных подразделений страны. В распоряжении сотрудников экипировка и снаряжение, отвечающие мировым стандартам. А самый главный потенциал, сила и мощь ЦСН – это сотрудники оперативно-боевых отделов. 25 лет бойцы с честью и достоинством выполняют возложенные на них задачи. Их служба, направленная на обеспечение безопасности, позволяет жителям и гостям республики чувствовать себя защищенными. Эсма Гуланзе, Алексея Гухава, Давид Давицба, Абхазское телевидение. Кассационная коллегия по административным делам и правонарушениям Верховного суда в составе председательствующего судьи Ли Адлиба, судьи Мадины Лого и Тимура Тарба рассмотрела в открытом судебном заседании частную жалобу председателя общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Аруа Тимура Гуля по исковому заявлению о признании незаконным указ президента Аслана Бжаня о награждении Александра Анкваб ордена Махцапша первой степени. Суд кассационной инстанции оставил жалобу председателя Аруа Тимура Гуля без удовлетворения. Об этом сообщает Апснапресс. Министр здравоохранения Эдуард Бутба в рамках рабочей поездки в Москву встретился с ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петром Глыбочко, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. Бутба и Глыбочко обсудили вопросы подготовки врачей, госпитализации пациентов из Абхазии в медучреждения университета в рамках программы обязательного медицинского страхования. Речь шла и о стажировке абхазских медиков в клиниках Сеченовского университета, проведении образовательных программ и прикреплении абхазских специалистов в качестве соискателей ученых степеней. Петр Глыбочко выразил готовность к сотрудничеству с Минздравом Абхазии. Запланировали проведение научно-образовательных форумов, различных мастер-классов по повышению квалификации. Курсирование контейнерных поездов, благоустройство на железнодорожных станциях Сухума, Гагры и Гудауты, планы по запуску агропоезда. Об этом и многом другом нашим корреспондентам рассказали специалисты Абхазской железной дороги. Подробности у Гугуца Вардания. В марте этого года в Абхазию впервые прибыл контейнерный поезд. Состав из 62 контейнеров привез 2700 тонн груза и был принят на столичной железнодорожной станции. Один контейнерный поезд, это полносоставный поезд, это 31 вагон, платформа фитинговая, так называемая. 62 контейнера расположены на них. За 2 месяца Сухумский железнодорожный вокзал принял 5 контейнерных поездов. Налажено взаимодействие с российскими коллегами. Основные преимущества курсирования данного вида грузоперевозок – скорость доставки, а также выгодная стоимость перевозки. Курсирование контейнерных поездов по сети РУП АЖД приобретают регулярный характер. Сегодня зашел 5-й поезд. Налажено взаимодействие с российскими коллегами в части оптимизации трансграничных операций по границе ПСОУ. Значит, это все позволило нам выйти на оборот поезда по сети АЖД 5 дней. То есть мы в течение 5 дней возвращаем состав порожний обратно на станцию Веселая Северокавказской железной дороги. Ну, вся эта история набирает обороты. Я думаю, к осени текущего года количество контейнерных поездов, которые к нам будут заходить в месяц, будет доведено до 80 единиц. Работа на контейнерной площадке столичной железнодорожной станции кипит. На территории работает необходимое оборудование, однако еще многое предстоит дополнить. В то же время идет процесс благоустройства грузовой площадки. Восстановлено дорожное полотно, проведено освещение, установлены видеокамеры. В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы здесь располагались все вот эти вот сервисные сегменты, связанные с функционированием терминально-логистического центра. То есть здесь и таможенные органы будут расположены, будут проводиться и осуществляться различные виды услуг, связанные с конечными начальными операциями по обслуживанию вагонов. Переработки вагонов, выгрузки грузов, погрузки, хранению. Раньше здесь располагались козловые краны, так называемые, но они уже пришли в негодность. Мы их демонтируем и
есть в планах приобретать большегрузную технику. Решение о запуске контейнерных поездов было принято Абхазской железной дорогой в целях увеличения объемов грузовых перевозок, что способствует экономическому развитию страны. Большую поддержку оказал глава государства Аслан Бжания, который помог решить сложные вопросы, связанные с реализацией проекта. Этой осенью в планах АЖД запустить агропоезд, который будет поставлять на территорию России цитрусовые. То есть это поезд, на котором будут размещаться рефрижераторные контейнеры с целью доставки цитрусовых из Абхазии в сезон оперативно на рынке Российской Федерации. То есть вот в этом году мы постараемся этот сервис тоже запустить. Первый момент, да, такой основной, который будет решен, да, таким образом, это прохождение границы сельхозпродукции. То есть на поездах это все делается быстро, оперативно. Также в этом месяце в Абхазию прибыл поезд «Ласточка». Запуск прошел успешно. В данный момент АЖД прилагает все усилия, чтобы поезд курсировал регулярно. Сами пути, по которым курсирует электричка «Ласточка», к ним предъявляются высокие требования технические. Для того, чтобы провести этот тестовый прогон ее, необходимо было восстановить электрические цепи рельсовые. Нужно было провести работу по габариту. Вся эта работа была проведена нами в марте-апреле текущего года. И тестовый прогон электрички прошел удовлетворительно по оценкам российских наших коллег. Ну вот мы сейчас работаем над тем, чтобы на регулярной основе запустить курсирование электропоезда «Ласточка» по маршруту Сочи-Гагра. Продолжаются работы по благоустройству, расчистке и частичному ремонту здания Сухумского железнодорожного вокзала. Работы ведутся, да, отремонтирована крыша, центральная часть и один из флигелей, где она сохранилась. Идет очистка стен от налета. Абхазская железная дорога активно проводит работы на железнодорожных станциях Гудауты и Гагры. Скоро заменят кровлю здания Гудаутского вокзала. На Гагарской станции тоже идет процесс благоустройства. Приступаем мы к работам, уже провели очистку помещений внутри от грязи. И в июне месяце начинаются работы. Что касается Гагры, это, да, там тоже работы по благоустройству привокзальной территории. Кстати, там проводятся работы и по платформам Гагрипш и Абата. Все работы Абхазская железная дорога проводит за счет собственного бюджета при поддержке президента Аслана Бжания. Гугу Цавардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Министерство внутренних дел Республики Абхазия продолжает рейдовые профилактические мероприятия «Безопасный город» и «Безопасный район». Подробности в материале пресс-службы МВД. Министерство внутренних дел Республики Абхазия продолжает рейдовые профилактические мероприятия «Безопасный город» и «Безопасный район». В ходе построения личного состава в Рио начальника УГАИ МВД Лоуин Алыпа поставил перед сотрудниками ряд задач, обозначив основные цели рейда. Первым местом дислокации стал город Новый Афон. К Афону в преддверии курортного сезона сотрудникам поручено проявлять особое внимание. Традиционно город привлекает большой турпоток, обеспечить безопасность которого – приоритетная задача милиции. Управлением госавтоинспекции МВД Республики Абхазия проводятся профилактические мероприятия по республике, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения. Министерство внутренних дел очень обеспокоено сложившейся статистикой дорожно-транспортных происшествий. Призываем наших уважаемых граждан соблюдать правила дорожного движения, так как это позволяет сохранить жизни свои и жизни других участников дорожного движения. Сотрудники проверяют водителей тщательно, особо реагируя на управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Статистика ДТП, основное количество которых совершается водителями под алкогольным или наркотическим опьянением, тревожит Министерство внутренних дел. Сотрудники милиции давно работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил ПДД. В ходе рейда 18 мая доложено о ДТП в Гудаутском районе. Руководитель УГАИ по поручению замминистра Беслана Чкадо, под контролем которого проходит рейд, срочно выехал на место дорожно-транспортного происшествия. Обошлось без жертв, несмотря на то, что удар был сильный и оба авто значительно деформировались.
ходе проведения профилактических мероприятий поступило сообщение о том, что на 66-м километре трассы Псо-Ингур произошло дорожно-транспортное происшествие. А именно автомашина марки ВАЗ-2110 выехала на главную дорогу и совершила столкновение с автомашиной марки Honda CR-V. Водитель автомашины ВАЗ-2110 был доставлен в Гудаутскую больницу, откуда его в срочном порядке госпитализировали в республиканскую больницу. Последний получил повреждения тазобедренного сустава. Сотрудники несли службу до поздней ночи, несмотря на ужесточенные меры взыскания за нарушение ПДД, уже вступившие в силу, правоохранители продолжают выявлять случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В ходе проведения профилактических мероприятий в городах и районах Республики Абхазия сотрудниками отделов ГАИ и Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия было выявлено 267 административных правонарушений. Все граждане, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, будут лишены водительского удостоверения сроком на полгода. На последних будет наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия сотрудники милиции продолжат далее по всей республике. МВД напоминает, что основной целью рейдовых профилактических мероприятий является снижение количества правонарушений и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Временно исполняющий обязанности начальника УГИ МВД Абхазии Лоу Иналыпа обратился к гражданам республики. Управление государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия информирует граждан Республики Абхазия о том, что Народным собранием, парламентом Республики Абхазия принят закон о внесении ряда изменений в Административный кодекс Республики Абхазия. Так, изменения коснулись статьи 119 Административного кодекса Республики Абхазия. Лицо, управляющее транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения, под иным подразумевается опьянение наркотическими препаратами и веществами, подлежит административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишению права управления транспортным средством на полгода. За повторное в течение года нарушение статьи 119 Административного кодекса, то есть управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения, лицо подлежит административному аресту на 15 суток и продлению срока лишения на 1 год. За управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, но не пребывающим в состоянии алкогольного либо иного опьянения, данное лицо подлежит административному аресту на 5 суток и лишению права управления транспортным средством на 1 год. Сотрудники Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия уже руководствуются принятыми поправками. Просим вас соблюдать правила дорожного движения и беречь жизни свои и жизни других людей. Состоялось очередное судебное заседание, рассматривающее дело об убийстве в здании МВД Анзора Тарба, имевшее место в 2019 году. В ходе судебного процесса были заслушаны показания 2 свидетелей стороны обвинения. Показания одного из свидетелей не соответствовали материалам уголовного дела, который, ссылаясь на забывчивость, опроверг имеющиеся материалы. Подробности из зала суда смотрите в репортаже Рады Чачава в нашем выпуске в понедельник, 22 мая. Сегодня в администрации президента Российской Федерации в онлайн-формате прошло заседание Совета по межнациональным отношениям, в котором принял участие наш соотечественник Аляс Авицба, позывной «Горец». Сейчас предлагаем вашему вниманию отрывок из заседания. И наш опыт принимать, и наш опыт вовлекать в работу. Спасибо вам большое, спасибо за внимание. Спасибо. Вы сказали спасибо всей России. Хочу сказать, что вся Россия благодарна вам и вашим товарищам боевым за ваше мужество, за героизм. И очень на вас рассчитываем. Надеяться на вас. В ходе специальной военной операции на Донбассе героически погиб воспитанник Глорыбской школы бокса, мастер спорта Абхазии и России Биби Олег Борисович. Коллектив Государственного комитета по делам молодежи и спорту выражает глубокие соболезнования семье Биби Олега Борисовича, его родным и близким. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах каждого, кто его знал.
Продолжаем выпуск. 27 мая в Москве в концертном зале имени Чайковского пройдет концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Художественный руководитель, народный артист Абхазии Карачаево-Черкесии Валерий Таня. Мероприятие состоится в рамках Дней культуры Абхазии в России. Организаторы – Министерство культуры России и Абхазии. Такие культурные проекты очень полезны и важны. Они создают прочную базу для расширения сотрудничества между нашими странами, отметил министр культуры Абхазии Даур Кофе. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 20 и 21 мая погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого циклона. Ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 18-23. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.